Доброе утро. Проснулся, еду дальше. Шлем немножко снял. Решил снять, а то жарко в нем. Либо постричься надо, либо пока без шлема ездить. Даже непривычно на себя без шлема смотреть. Впереди перевал. Сейчас надо покушать, остановиться, сварить риса. Сил этого что-то нету с утра. Надо поесть. Погода хорошая, такая пасмурненькая. Но сейчас что-то смотрю, уже солнце начинает проклевываться. Без него хорошо. Надоедает постоянно солнце. Всегда нужна мера. Мера в облаках, мера в солнце. Постоянно солнце на меня надоедает. Я северный человек. Мне бы снежка. Ну как, относительно северный. Есть еще более северные. Ну все, вышло солнце, настала жара. Еду наверх. Но это не перевал еще, до перевала ехать. Километров 30 еще. До поворота еще будет. Оп. Просто замечательно. Сломался петух. Хорошо, у меня есть хоть запасной. С почином первый раз петух сломал. Спицу тоже сломал одну. Но само колесо кривое. Мне китаец его криво собрал. Я промолчал. Вот здесь зазор меньше. Ой, зазор больше, а там меньше с этой стороны. Ох, как мне этого сейчас не хватало, конечно. Как раз перевал впереди. Оп, ну все, поставил другой петух. Старый, который у меня погнулся еще в Киргизии. Да фокусируйся ты, что ты не хочешь? Вот. Этот все сломался конкретно. Ах. Да, не хватало мне еще сейчас с великом тут возиться. Тут уж я точно ничего не найду для него. Только транспортировка. Фух, тяжело. Жара это добивает. Иногда еще думаешь, зачем я вожу с собой куртку, штаны. Сейчас они абсолютно непригодны. Но настанет день, они пригодятся. А если я где-то оставлю, потом буду искать. Потому что еще весна впереди. Скорее всего, хапну холода там. Но это еще далеко до этого. Вообще сил нет. Такая тяжесть в ногах, как начинаю ехать. Усталость вообще накопилась. Конкретно. О, жара еще. О, до Винтьена 265 километров. Интересно у них здесь, нет у них таких табличек. У них все вот на таких столбах. Надгробных почти. Ну вот, заехал на перевал. Но я не знаю, это конец перевала или нет. Но, видимо, все. Дальше будет плавный спуск к городу. Все, я метров по 30 проезжаю отрезками. Вообще сил нет. Это был не перевал. Скоро будет он.
Просчитался я снова. Тут не поймешь, где перевал вообще. Какие дороги. Вверх-вниз, вверх-вниз. Хребты все ломаные, какие-то изрезанные. Тяжелая очень здесь дорога, я таких не видел еще. Сколько гор повидал, и Кавказ, Среднюю Азию. Ну вот здесь вот сложнее не было, чем здесь. Там интересно, там красивые горы, а здесь они некрасивые. Здесь просто зеленые шапки такие. Без снежных шапок горы — это не горы. Это просто холмы. Когда еще так поездишь-то? Остановился водитель. Они стояли, точнее. Говорит, давай, закидывай. Красавчики. Да тут чуть-чуть, походу, осталось ехать. Вместе проедем. Здорово. Первый раз я так в ковше еду. Так здорово. Отдыхай, отдыхай, малыш. Высота 1500. Здесь уже даже растительность заканчивается. Выше 1500, 1600 сейчас будет. Ну вот и перевал. До него было километра 4-5. Не знаю, силил бы я, нет. Очень бы долго ехал. Очень бы долго. Я не знаю, куда водитель едет. Может, до Винтьяна. Может, до Винтьяна доеду тоже. Я не против. Это был не перевал, это был подъем на плато.
Сейчас мы опять поднимаемся, сейчас уже будет перевал. Да, прилично было ехать. На такой высоте в тени скал уже такая сырость. Дорога сырая даже. Вот я люблю такие скалистые горы. Ну вот и перевал. Высота 1800 метров. Давненько я на такой высоте не был. Наверное, в Киргизии последний раз на 300 был перевал. Как там? Алабель, по-моему. О, пошла дорожка. Зато какая красота вокруг.
Пылью закидал вообще. Вот кому-то вода нужна там. Вода кончилась. Встали. Спуск все идет. Уже потеплее. Здорово так ехать. На высоте 5 метров. Вообще замечательно. Давно я так не ездил. Для разнообразия классно. Хоть и спуск, хотя тут быстрее фуры раза в 2 точно приеду. Ну ничего, можно покайфовать. Но новенький бульдозер из Китая везут, скорее всего. Не скорее всего, оттуда, откуда еще. Может, из Чебоксар, конечно. На Четри сделали, везут. Обратно бы так, до Чебоксар. Да, Винсент. Короче, мы сейчас будем еще грузить зайцев. Вот этот фургончик сломался. Будем сейчас запихивать его. Добрые водители такие вот. Запрягли меня в тягловую силу тут. Закарабкиваем машинку наверх. Ну все, грузанули. Сейчас поедем. Я, наверное, засну в этом ковше. Что интересно, китайцы, он Антарктиду уже захватывает. Национальная антарктическая экспедиция поисковая. Все, Антарктида китайская. Вот так вот. Ну, наконец, трогаемся, все. Этих посадили. Уже солнце село. Задубею, я чувствую, тут в ковше сидеть. Ладно, интересно. Надо же зимой померзнуть.
едем до Виньяна, до столицы. 200 километров еще. Сейчас заехали в ближайший город, проехали. Это самый низинец. Ну, надеюсь, не околею. Вот, заехали поужинать. Мой друг мне помог с деньгами, а то у меня налички не было. Сейчас покушаем, поедем дальше. Опа! Еду в кабине бульдозера. Типа сам. Главное, ничего тут не нажимать, а то укачусь куда-нибудь. Сейчас поели нормально. До Виньяна 200 километров. Часа за 34, ну ночью будем. А там я вообще не знаю, что делать. В каучсерфинге я написал троим, но я не посмотрел, ответили они или нет. Не было возможности. Так. Оп, ну все, встали на стоянку. Сегодня не доехали. Буду спать в ковше сегодня. Первый раз. В ковше жалко небольшой медведицы. В ковше экскаватора, ну ничего. Тоже хорошо. Когда еще так поспишь? Место хорошее, прям все для спального места как будто создано. Не для того, чтобы землю скрести, а человеку спать. Прекрасно. Ну все, спокойной ночи.